Доброе утро, Республика! Начинаем новый рабочий день. С вами Руслан Чиров. И Вероника Тамтосова. Как всегда, у нас последние новости, отличные гости, самые интересные темы и очень полезные советы. Да, мы, конечно же, напоминаем о том, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии». Кстати, мы уже там поздоровались. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Там мы выкладываем самые интересные сюжеты, рассказываем об интересных новостях, ну и, конечно, иногда дарим подарки. Но сейчас, прежде чем перейти к погоде, хотелось бы отметить, что если вы уже посмотрели в окошко, там идет снег достаточно сильный. Ну, на самом деле, ты просыпаешься и думаешь: о, опять зима. Когда же уже? Когда же, да, уже настоящая весна, когда все будет солнечно. Ну, вчера, кстати, днем была очень хорошая погода. Поэтому погода сейчас непредсказуемая, и переходим именно к ней. Итак, в центральных районах от 0 до +3, в Заречной группе 3,9 градусов тепла, в южных -3 +1, в Вилюйской группе -2 градуса, в Нижнеленских также 2 градуса ниже нуля, в западных -5, -2, в Колымо-Эндигирской группе Улусов от -3 до +7, в Янских -6, +2, на северо-западе 11-10 градусов холода. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 0 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер западный слабый 2 метра в секунду. Сегодня днем в Якутске облачно, мокрый снег, ветер северо-западный слабый 2 метра в секунду. Температура в столице днем +2 градуса. Ну, в принципе, весна, но, видимо, какая-то такая немножко снежная будет пока. Да, несмотря на снег, который сейчас идет с утра в городе Якутске, хотелось бы поговорить о лете. В последние месяцы средства массовой информации активно обсуждают, что лето 2025 года станет одним из самых жарких в истории. Прогнозы звучат пугающие: рекордные температуры, засухи, волны тепла и экстремальные погодные явления. Но насколько эти предсказания соответствуют действительности, сегодня в этом вопросе мы будем разбираться с Татьяной Маршалик, начальником Якутского гидрометеоцентра. Татьяна у нас на связи. Татьяна, доброе утро. Доброе снежное утро. Да, снежное это точно, прям как в сказке. Скажите, можно ли доверять данным о том, что лето 2025 года станет самым жарким за последние десятилетия? Ожидаются ли в республике рекордные температуры, подобные аномальной жаре 2021 года, когда в Верхоянске фиксировали +38 градусов? Во-первых, немножко хочу вас поправить, что 38 градусов у нас было в 2020 году, 20 июня, плюс 38 градусов температура. Вот. Значит, да, год тот был очень, конечно, жаркий, как раз для северо-востока республики. Но опять же, каким образом сказать, если у нас республика большая, северо-восток был вот такой вот жаркий, а на большей части территории республики температура была в норме, в пределах нормы и даже немножко где-то выше, где-то ниже. То есть вот этот вот рекорд формировался как раз только на северо-востоке территории. Вот если проводить аналогию, сейчас вроде бы апрель, но вот практически такие же синаптические процессы сейчас на северо-востоке. Там установился такой хороший тропосферный антициклон теплый, и погода не очень отличается от центральных и южных районов. Там сейчас на данный момент очень тепло. Вот. Будет ли такое в летний сезон 2025 года? Я думаю, что все эти суждения из-за того, что вот Гидрометцентр России выпустил прогноз на вегетационный период. И там практически все месяцы, начиная от мая по сентябрь, на территории республики рассчитались со средней температурой выше нормы на 1-2, местами на 3 градуса, и осадков в пределах нормы и местами меньше. То есть это дает пищу для того, чтобы судить о том, что это будет жарко, это будет сухо. Вот. Но это прогнозы очень долгосрочные, оправданность таких прогнозов невелика. Мы еще смотрим прогнозы нашего Дальневосточного гидрометеорологического института научного. Там, по методу Свинухова рассчитывают отношение температуры и осадков к норме именно по нашей территории. Так вот, там получилось, что у нас июнь и август будет выше нормы и с дефицитом осадков, а июль будет в пределах нормы и даже местами ниже. Вот. Поэтому говорить о том, что будет прямо аномальная жара на территории республики, я не берусь пока. Ну, а если будет такая вероятность, где будут температурные рекорды, приблизительно, и возможные лесные пожары? Есть ли риск, что аномальная жара приведет к катастрофическим пожарам? И сможем ли мы как-то к этому подготовиться? Хотелось бы говорить, что это не приведет к катастрофическим пожарам. Несмотря на прогноз погоды, какой бы его ни давали,
аномально жаркий или нормальный, готовым нужно быть вообще к разным катаклизмам. Потому что все-таки летний сезон, он на них богат. То есть это и шквалы, это и грозы, которые, в общем-то, один из самых таких признаков того, что если где грозовая деятельность, там могут возникать пожары. И высокая температура, то есть они же как бы влияют в комплексе. А рекорды, они удерживаются. Вот смотрите, вот это в 2020 году в Верхояне 38, а даже город Якутск в 2011 году вот эти 38,4 недалеко от Верхояни ушли. Но вот уже прошло 14 лет, и пока этот рекорд не побит. А 39 градусов для Ленского района, 39,1, который держится уже очень много-много лет. Поэтому рекордов как таковых, знаете, их сильно не прогнозируют, но в целом погода, да, мы все-таки резко континентальный климат у нас, и всегда как минимум там 10-14 дней жары вот такой вот на территории обязательно бывает. Вот. Ну, мы сейчас говорим о таких температурах под 40 градусов. Но вот что касается дня сегодняшнего, известно ли, когда уже перестанет идти снег? То есть, когда уже устоится весна? Очень привыкли мы, что у нас рано заканчивается, всходит снежный покров, значит, становится тепло и сухо. Но последние годы, посмотрите, 23-й год у нас март получился действительно аномальным, как это любят это слово. У нас там в течение марта выпало 5 месячных норм осадков. А в этом году решил апрель показать, что он все-таки весенний месяц. Вот на данный момент уже 3 месячные нормы осадков выпало. И вот эти вот проходящие у нас циклоны со своими фронтами, вот температура воздуха сейчас 0 градусов, и вот такой вот снежок, который в течение дня при плюс 3,5 он обязательно растает. То есть надо вернуться к тому, что все-таки апрель это весенний месяц. Вот. И если вспомнить недалекие времена, у нас и в начале июня выпадал снег, и заморозки были просто за последние годы в связи с потеплением. Вот этих вот процессов, они бывают очень редко или не бывают вообще. А это было всегда так. Апрель вот такой снежный, еще и в мае снег выпадает. Ага. Поэтому давайте будем ждать тепла, весны. И растает снег, не переживаем. Спасибо вам большое. Спасибо большое очень за полезная подробный информация. рассказ. Будем надеяться, что все так и будет в пределах нормы. До свидания. Спасибо, до До свидания. свидания. Ну а сейчас мы передаем слово нашим коллегам из блока новостей. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Экипаж передвижной лаборатории волоконно-оптической линии связи республиканского оператора «Арктик Телеком» успешно выполнил первый этап трассировки будущей магистральной ВОЛ с проекта «Синергия Арктики» по маршруту Хандыга-Черский. Выбран итоговый маршрут, чтобы минимизировать риски повреждения кабельной инфраструктуры природными факторами и обеспечить максимальную надежность работы сети. Юрий Трутнев поручил обеспечить безопасность людей в сезон паводков и лесных пожаров. Так, пожароопасный сезон уже начался в 6 субъектах Дальнего Востока: Бурятии, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. Общая штатная численность работников леспожарных формирований в округе составляет 4158 штатных единиц. Проводятся и превентивные мероприятия в рамках подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и летних паводков, включающие в себя дноуглубительные и берегоукрепительные работы, а также расчистку и спрямление русел рек. Темпы строительства жилья в Якутии опережают прошлогодние. За первые 3 месяца 2025 года в Якутии введено в эксплуатацию 263 тысячи квадратных метров жилья. Из общего объема 64,5 тысячи квадратных метров пришлось на многоквартирные дома, а 199 тысяч на индивидуальное жилье. Напомню, что 2024 стал рекордным по объему ввода жилья в республике. Было построено 752 тысячи квадратных метров. Это самый высокий показатель за всю историю Якутии, который превысил уровень советского периода. На период празднования мероприятий к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне с 1 по 12 мая в Якутске запретят запуск беспилотников. Исключение сделают для аккредитованных государственных средств массовой информации. Об этом сообщили в окружной администрации.
Авторынок России в настоящее время проходит сложный период. На стоках наблюдается скопление автомобилей, что создает дополнительное давление на рынок. Для поддержки дано поручение расширить программу льготного автокредитования. Об этом заявил глава Минпромторга страны Антон Алиханов. Как сообщалось, общий объем финансирования программы льготного автокредитования и лизинга в стране в этом году запланирован на уровне более 60 миллиардов рублей, в том числе 36 миллиардов рублей на льготное автокредитование и 27 миллиардов на льготный лизинг. В Госдуме предупредили россиян о штрафах за шашлыки на балконах. За разведение открытого огня в квартире или местах общего пользования гражданам грозит штраф до 400 тысяч рублей. Об этом рассказали в Комитете по строительству и ЖКХ. Там напомнили, что по противопожарному регламенту разводить огонь можно на расстоянии не менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек и в специально отведенных для этого местах. У многих утро начинается со стакана воды, у кого-то с чашки кофе, а кому-то для пробуждения обязательно необходимо сладенькое, например, какао. Британские ученые провели влияние флавоноидов на малоподвижных, но здоровых людей от 40 до 60 лет. Исследование велось на протяжении 5 недель, достаточно долго. Сначала участники интенсивно занимались на велотренажере, чтобы эксперты выяснили их максимальный потенциал и показатель максимального потребления кислорода. По прошествии некоторого времени испытуемых разбили на две группы. Первой каждый день перед занятиями спортом давали какао, содержащее флавоноиды, около 400 мг, а второй – плацебо. Когда участники начинали упражняться, специалисты засекали время, требуемое для доставки кислорода в организм, чтобы удовлетворить потребность в физических нагрузках. Чем меньше было это время, тем лучше испытуемые выполняли упражнения. Выяснилось, что добровольцы, выпившие какао перед занятиями спортом, уменьшили время отклика приблизительно с 40 до 34 секунд. Однако исследователи заметили, что тем, кто желает повысить эффективность физнагрузок посредством флавоноидов, нежелательно злоупотреблять шоколадом, так как это приведет к набору лишних килограммов. Лучший вариант – приготовить какао из 1,5 ложки столовых. То есть достаточно нормальное такое какао, сладенькое, но не очень калорийные. Да, в целом, если, допустим, вам поднадоело кофе, возможно, да, кому-то, то можно попробовать с утра выпить стакан какао. А можно попробовать просто проснуться, принять душ и посмотреть хорошие новости. Да, или узнать, какие важные события произошли в этот день. Напомню, сегодня 22 апреля. На календаре 22 апреля. Сегодня Международный день Матери Земли. По народному календарю Вадим Ключник. В день Вадима, прозванного в народе ключником, люди ходили к источникам, ключам, чистили их и приговаривали: «Подземная водица, отмываем тебе пути вешние». После этого из родников брали воду, умывались ею и пили. Считалось, что это укрепит здоровье. Этот день в истории. В 1370 году началось строительство крепости Бастилия. В 1769 году графиня Дюбари была представлена двору Людовика XV как его официальная фаворитка. В 1832 году в этот день в России введены звания почетных граждан для лиц недворянского происхождения. В 1838 году первый пароход пересек Атлантический океан без остановки, а в 1906 году, 22 апреля, открылись внеочередные Олимпийские игры в Афинах. В этот день родились Иммануил Кант, немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии; Владимир Ленин, советский политик и революционер, основатель большевистской партии; Владимир Набоков, русский американский писатель, переводчик, литературовед; Роберт Оппенгеймер, американский физик, создатель американской атомной бомбы; и Иван Ефремов, советский ученый-палеонтолог, писатель-фантаст. Именины сегодня отмечают Вадим, Гаврил и Марфа. А в этом году главной библиотеке Якутии исполняется 100 лет. История Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия начинается 14 сентября 1925 года, когда было принято постановление о расширенном совещании при Совете народных комиссаров ЕССР о создании Якутской государственной национальной библиотеки.
На сегодняшний день Национальная библиотека является одним из крупнейших культурно-просветительских учреждений и методическим центром всех библиотек республики. В юбилейный год проводится множество значимых мероприятий. Готовится к проведению Международный библиографический конгресс, а также началась работа над документальным фильмом. И сегодня у нас в студии главный режиссер медиацентра Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия Иван Кривогорницын и главный библиотекарь отдела сохранности фондов Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия Петр Атласов. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, надо сначала вас поздравить с таким замечательным событием. Все-таки 100 лет — это очень серьезная дата для библиотеки. Национальная библиотека в последнее время идет в ногу со временем, да, это инновации, такой огромный фонд, и при этом сохраняет очень много старинных книг, притом в хорошем таком состоянии. Поэтому мы очень благодарны, что вы пришли, и нам сегодня об этом подробно расскажете. Да, конечно. Ну вот, что значит столетие Национальной библиотеки для жителей нашей республики и в целом для сотрудников библиотеки? Ну, это век целый прошел, 100 лет, и библиотека внесла, я думаю, что значительный вклад в дело просвещения, образования людей. Я сам вот учился в университете, ходил в библиотеку, это был как праздник, потому что с утра идешь, очень много народу, знакомых, очереди выставляю. Вообще очень много народу ходило. Это как сейчас клуб, только дневной. Да. И весь коллектив нашей библиотеки гордо будет отмечать этот вековой юбилей. И в то же время он, понимая значимость события, делает все, чтобы этот праздник стал не только праздником для сотрудников, но и для всех якутян и горожан нашей республики. Ну вот сейчас на различных площадках, в том числе на сайте библиотеки, засветились фотографии исторические, да, съемки возле здания библиотеки. Что это за съемки? Как пришла такая удивительная и интересная идея вот это все протранслировать? Да, вот мы в конце прошлого года наметили медиаплан, и среди них мы решили снять серию роликов из 10, которые бы показывали исторический путь развития библиотеки. И не только вот просто библиотеки, а чтобы она совмещала с достижениями, значимыми событиями республики. И вот 10 роликов будет. И вот мы сняли первые 4, смонтировали 2. И вот принесли к нам. Да, принесли к вам, вот хотим вам показать. Да, вот Давайте посмотрим, это очень Давайте интересно. посмотрим. Эксклюзив, да. 80 лет Великой Победы. В суровые годы войны Якутскую государственную центральную библиотеку возглавлял Григорий Тарский. Все работники библиотеки оставили привычную мирную жизнь и проявили невероятное мужество, стойкость и беззаветную преданность Родине. Григорий Семенович проводил 12 своих сотрудников на фронт. Они ответили на зов долга и своего сердца, пожертвовав жизнью ради защиты Отечества. 10 из них пали смертью храбрых на полях Великой Отечественной. Провожая бойцов, служащие библиотеки поклялись сделать все для священного дела победы. История Национальной библиотеки. История Якутии. Ну, здорово. Соединить в себе и историю библиотеки, получается, и историю людей, которые там работали. Конечно. Ну и сразу возникает вопрос, кто эти люди. Наверняка на этот вопрос тоже можно найти ответ, да, Да. в экспозиции. Ну вот, Петр Николаевич, вы сотрудник библиотеки, реставратор, не профессиональный актер. Вот какое отношение вы имеете к съемкам? Ну, как сотрудник Национальной библиотеки, мы хранители исторических событий и тех времен. И мы стараемся, чтобы эта память осталась на многие года. И вот предложение Ивана Юрьевича меня очень затронуло. Я сразу, не задумываясь, согласился вот на этой съемке. И у меня дед, участник Великой Отечественной войны, он там остался. И память всех погибших за свободу нашей Родины, вот это должна остаться многие года нашим поколениям, будущим поколениям. И вот эта миссия очень важная, показать вот события тех суровых времен
Я очень счастлив, что стал частью вот этих событий. Ну, вы же участвовали не только как актер, но, я так понимаю, как режиссер, постановщик, да, то есть копирайтер ролика первого. Это насколько вам удалось вжиться в такое новое амплуа? Ну, я со школьных годов, могу сказать, участвовал в этих драм-кружках, спектаклях в сельских клубах. И вот произведения якутских писателей мы сделали постановки на сцене. Я там играл тоже немножко. Вот это все это мне предвещало вот как-то уверенность в этих съемках. И сам Григорий Тарский является уроженцем Усалданского, он мой земляк. И память о нем, о его деятельности, развитии культуры и образования республики очень важно. И я очень горд и счастлив. Мгм. Иван, вот какие дальнейшие планы по освещению юбилея библиотеки? Вы сказали, что будет 6 роликов, да? Мы пока увидели один. Будут ли, когда выйдут следующие? И, может быть, можно рассказать про дальнейшие планы? Да, что не 6, а 10. 10. Да, 10, Да-да. да. Осталось 6 еще. Мы 4 сняли, Мгм. 6 должны доснять летом, когда будет ИСЭХ и так далее. Но мы планируем снимать про выдающихся деятелей библиотеки Николая Николаевича Грибановского, про ветеранов библиотеки, будем соединять героев разных. У меня такая идея соединить произведения якутского кинематографа с Национальной библиотекой. Мы сотрудничаем в этом плане с Сахафильмом. Вот Сахафильм помог нам в подборе реквизита, костюмов. Очень мы благодарны им за это, Алексею Алексеевичу Егорову, Эркену, благодарны Национальному центру аудиовизуального наследия, благодарны Сахатеатру, Русскому театру. Они поддерживают, мы работаем в тесной связке, как сейчас говорят, коллаборация идет полным ходом. Да, мы очень благодарны, что они поддерживают нас. Кто участвует в создании сценариев? Кто подбирает работников на какие-то ответственные роли? Ну, я давно работаю в сфере кинематографа и телевидения, поэтому могу сказать, что вот какие-то вещи первоначальные, идеи, сценарий, режиссерскую разработку делаю я сам, а потом уже подключается наша команда медиацентра. Замечательные ребята, девушки, у нас очень хороший молодой коллектив, и они готовы работать и днем, и ночью, и рано утром тоже. Как вы считаете, вот позволит ли это немножко заинтересовать тех, кто еще не вник, что библиотека стала центром притяжения, и это уже не только кладезь знаний, да, и каких-то ценных документов, но и кладезь возможности себя реализовать? Потому что у вас очень много различных направлений, мероприятий. Да, я думаю, что вот эта серия роликов и вот юбилей даст возможность еще один толчок, чтобы горожане, жители Якутска и жители вообще Якутии все-таки еще раз утвердили, что книга — это самое главное дело в жизни каждого человека, чтобы стать полноценным человеком, полноценной личностью, интересной. Надо все-таки ходить в библиотеки, читать книги, не только пользоваться интернетом или домашней библиотекой, у нас огромная, богатая коллекция различных книг, и современных, и старинных. Да, и вот медиацентр запустил новый проект «Талантливые люди библиотеки». Как раз в нем рассказывается не только о работе, а о хобби, о талантах библиотекарей, сотрудников, которые пишут стихи, там, вяжут, художеством занимаются. Вот эти они запустили. Да. Приходите к нам еще раз, переходите дорогу, заходите. Обязательно. В соседних зданиях. Да. Спасибо вам большое и, конечно, желаем успешного проведения юбилейных мероприятий. Поздравляем еще раз ваш Ну и в лице коллектив. вас, да, поздравляем весь ваш коллектив с таким Спасибо. замечательным событием. И говорим большое спасибо за то, что вы очень талантливо и интересно подходите не только к празднованию юбилея, но и к тому, чтобы привлекать молодое поколение к любви к библиотеке и к книгам. Спасибо Спасибо. вам также больших успехов, Спасибо. дела освещения нашей республики.
Чтобы Спасибо. люди гордились вами. Будем стараться. Спасибо большое. очень Обязательно. приятно. Ну а продолжит книжную тему наш сюжет, посвященный народному поэту Якутии, заслуженному работнику культуры РСФСР, лауреату Государственной премии РСФСР имени Максима Горького Семену Петровичу Данилову. Человек с горячим и добрым сердцем, он много и охотно писал для детей и о детях. Его стихи понятны и просты даже самым маленьким и влияют на их нравственное эстетическое воспитание. В книге вошли серии сборника стихов «Письма Папороши», «Собрание Мунхалов» и «Чудесный дом». В сборнике стихов «Письма Папороши» поэт рассказывает о животном мире, о жителях рек и полей и пернатых друзей. Например, будучи в парке культуры и отдыха, многие замечают белок. Ну а в следующий раз присмотритесь к ним, и как был прав поэт. Летит от ветки к ветке, следы двойные, редкие, все дальше снежной чаще, пушистый хвост мелькает. Семен Петрович также не забыл про хитрюгу лису. Стихотворение называется «Плутовка лиса» в переводе Вероники Тушновой. «Ой, хитра хитрее нет, путь ее замысловат, сразу взглянешь, след как след, отпечатков ровный ряд». Народный поэт долгое время работал учителем, и поэтому так хорошо знает детей и так нетерпимо относится к драчунам, хвостунам, лентяям. В сборнике стихов собрания Мунхалов вы прочтете стихотворения про плаксу-ревушку, про мальчика-трусишку, грязнулю. Я в этой книжке всех собрал и покажу их вам, кто каждый день хоть ростом мал, печалить мам и пап. В серии сборника стихов «Чудесный дом» поэт рассказывает о суровой величественной природе Якутии, о том, как живут люди на далеком севере, о нелегком труде северян в суровом крае и о своих охотничьих походах. А когда вы закроете последнюю страницу книгу, вам самим захочется увидеть этот далекий неповторимый край, имя которому Якутия. Ну, очень интересно. Вот возвращаясь к книгам, книги всегда являлись и являются источником неисчерпаемых знаний, вдохновений. Из энциклопедии, например, можно узнать много интересных фактов, прочитать что-то новое, ну и поделиться с другими. Да, еще одним способом узнать интересный факт являются научные выставки. В Якутске открылась выставка, посвященная птицам. О том, как птицы научились летать, узнавала Диана Сивцева. Как рептилии, рожденные ползать, научились летать. Об этом мы узнаем на выставке «Птичьи наряды». Давайте поговорим с автором выставки. Какие экспонаты тут есть? Так, вы можете у нас, конечно, увидеть чучела разных птиц с очень красивыми эффектными перьями. Вот, фотографии птиц, которые сняты мной на территории музея и за пределами, около территории музея, да? Вот, а также вы можете ознакомиться о том, как рептилии в процессе эволюции превратились в сегодняшних птиц. Да, вот говорят, что динозавры вымерли, на самом деле это не совсем верно. Вот, какая-то группа, она стала птицами. Вот, но таких попыток у них было много. Вот, несколько раз они пытались, и некоторые эволюционные ветки оказались тупиковыми. В итоге маленькие хищные динозавры, которые жили в конце мелового периода, они постепенно начали покрываться перьями, и вероятно это объяснялось тем, что они сперва стали теплокровными, да, и потом они стали летающими животными. Здесь, если мы посмотрим кость лебедя, да, крыла, здесь мы можем прочувствовать бугорки. Вот эти бугорки рассказывают о том, что здесь соединяются большие сильные перья. Вот. То же самое палеонтологи нашли у древних динозавров. Вот. Тем самым эта часть сохранилась у нас, потому что все перья у нас имеют перья.
Выставка приурочена к Международному дню птиц. Какие еще мероприятия были проведены? В школах, в детских садах проводятся эко-уроки, эко-занятия. Мы готовим презентации, отправляем через наших госинспекторов, и они очень интересно рассказывают про птиц Якутии, про зимующих птиц, как правильно кормушки делать, как правильно кормить. Ну, весна не всегда радует нас приятной погодой для неспешных прогулок с родными и близкими. А как говорят, именно она – пора любви и вдохновения. Поэтому особенно актуально становится приглашение своей половинки в ресторан. О том, какие правила этикета необходимо помнить, мы расскажем в нашей постоянной рубрике. Доброе утро, дорогие телезрители! Вот наступила долгожданная весна. Ну, сидеть дома уже не интересно, а гулять по улице еще рановато, немножко грязно. Поэтому давайте обновим в памяти правила этикета поведения в ресторане. Мы добрались до здания ресторана, что начинается, как всегда, конечно, с гардероба. Верхней одежды в ресторан у нас не проходит. Как сдаем верхнюю одежду? Ну, все зависит от того, с кем вы пришли. Если вы пришли с друзьями, соответственно, каждый может раздеваться сам или по инициативе того, кто пригласил. Если это деловая встреча, то тогда может вам оказать помощь работник гардероба, ну, либо вы раздеваетесь сами. Если это семейная пара, соответственно, как правило, мужчина ухаживает за женщиной. Ну, в общем-то, это допускается и в деловых отношениях. Спасибо большое. Мужчина подает вещи в гардероб, а потом раздевается сам. Если вы приходите с детьми, со старшим поколением, то сначала раздеваются дети, потом старшие родственники и потом уже все остальные. Это нужно учитывать. Добрый день. Здравствуйте. Что вас проводить? Поднимаемся мы в том же порядке, то есть поднимается сначала администратор зала, потом поднимается мужчина, потом поднимается леди. Но если речь идет о деловой встрече или друзьях, то допускается, чтобы первым шел тот, кому принадлежит инициатива приглашения или проведения встречи. Так, мы добрались до столика. Здесь также возникает вопрос. Если у нас есть персонал, который ухаживает за дамой, то есть отодвигает стул, соответственно, можно подождать, кто присаживается. Если речь идет о том, что это деловая встреча, допускается два варианта, то есть можно поухаживать за дамой, отодвинуть ей стул, придвинуть, и она займет место, либо, если это очень эмансипированная деловая встреча, то есть дама у нас приверженник строгих деловых традиций, то она присаживается самостоятельно, может отказаться от помощи как и персонала ресторана, так и, соответственно, коллег по работе. Но в любом случае дама присаживается первой. Ну, за мной поухаживают. Благодарю. Напоминаем, что сумки на стол мы не ставим. В данном случае места для сумки у меня, к сожалению, нет, поэтому придется ее поставить на стул. Тоже достаточно удобно. Дорогие дамы, не забываем, что если вы приходите на встречу чуть позже, то есть вам неизвестно даже куда идти, вы должны уточнить у администратора, что вас ожидают, вас должны проводить, и после этого уже нужно напомнить мужчинам, что мужчина при входе леди встает и ждет, пока она займет свое место, либо помогает ей занять место за столом. То есть обязательно это касается любых торжеств, то есть при входе дамы, если дама еще не заняла свое место, если это не середина какого-то обеда, то, соответственно, мужчина должен встать, подождать, пока леди займет свое место с его помощью или с помощью персонала, и только потом уже занять свое. Но компетентные специалисты подали меню сразу мне, это очень правильно, потому что первый заказ делает леди. Раньше эта прерогатива была только у мужчин, особенно в плане выбора напитков. Сейчас, если леди не просит, то она делает выбор самостоятельно и первой. Допускается предложение сделать выбор, если речь идет о приглашении на встречу. Ну и также не забываем, что в целом платит тот, кто приглашает, если речь не о деловом каком-то совещании. Это были все основные правила. Весна – отличный повод, чтобы собраться в хорошей компании. Доброго утра! Но если в обществе этикет учит нас взаимному уважению, то в семье основополагающим является справедливое распределение обязанностей. Семейная гармония начинается с диалога и взаимопонимания. Советы нашего семейного психолога Анжелики Винокуровой подскажут, где вежливость встречается с практикой жизни. Доброе утро, Якутия! Сегодня в рубрике «Семейные дела» мы поговорим с вами о том, как же распределять домашние обязанности. Чаще всего в детском возрасте, до 5 лет, ребенок уже старается помогать маме. То есть вытереть стол, что-то сделать, но если есть еще, допустим, дети или еще какие-то обязанности, то мама обычно говорит:
так, подожди, я сейчас быстренько сама все сделаю, да, и это проще, это действительно проще, чем ребенок будет все разливать, там, проливать и так далее. Но уделив время ребенку для того, чтобы научить его, например, ну, то же самое вот вытирать со стола, да, ребенок таким образом будет понимать то, что он значим, у него есть место в доме, у него есть свои обязанности, то есть он приносит какую-то пользу. И это, ну, согласитесь, очень приятно для ребенка. В дальнейшем, по мере роста ребенка, конечно, обязанности, они добавляются. Что делать с малышами, да, и вообще, обычно родители, как говорят, убирайтесь дома. И, согласитесь, никто не хочет идти и убираться дома. Чаще всего, как мы поступаем, да, то есть я начинаю убираться, и потихоньку дети начинают привлекаться тоже. Начинают убирать у себя игрушки, начинают перекладывать какие-то вещи. Они же быстрые, поэтому я их прошу быстренько сбегать, прибежать, принести и так далее. И дети с удовольствием включаются в эту игру. В такой более, ну, игровой, легкой форме. Ни в коем случае не надо кричать и заставлять ребенка делать то, чего он не хочет. Бывает такое, что ребенок действительно устал, и он не хочет просто сейчас что-либо делать, да? Тут, конечно, нужно будет уже поговорить. Например, если это мытье посуды вечером, то у каждого есть, например, график дежурств и день, когда ребенок моет посуду, а когда он вполне свободен и может заняться своими какими-то делами. Таким образом, маленькими шагами, своим трудом и терпением у вас получится приучить ребенка к тому, что домашние обязанности – это не такая вот страшная рутина и обуза, да, а что это может быть очень даже легким и веселым времяпрепровождением. И, дорогие родители, конечно же, помните, что мы учим детей своим собственным примером. Но продолжая тему быта, да, семейного, вот представьте, вы возвращаетесь домой уставшим, а ужин уже готов и не простой, а от шеф-повара. Британская компания Molly Robotics представила революционную роботизированную кухню, которая делает все сама. Достает продукты, моет, готовит и даже убирает за собой. Два манипулятора, точные как руки человека, повторяют движения победителя мастер-шеф Тима Андерсона. Робот уже освоил 30 блюд, а в будущем сможет приготовить 5000. Правда, удовольствие не из дешевых. Стоимость, как у небольшой яхты, $333 тысячи. Но желающих уже больше 1000. Основатель — российский ученый Марк Олейник. Он мечтал, чтобы робот заменил доставку еды и стал персональным поваром. А Toyota разрабатывает похожий проект для помощи пожилым. Будущее наступает. Скоро роботы будут не только готовить, но и заботиться о нас. Осталось только нажать кнопку. Ну, слушай, я бы не отказалась, если честно. Вот приходишь домой, у тебя уже все готово, еще и супер вкусно, еще и победителя какой-то там супер программы. Ну, я думаю, никто бы не отказался. Ну, по виду вообще массивное оборудование. Представляешь, что-то пойдет не так, то... Ну да, я с тобой совершенно Вспоминаешь согласна. фильм Ну, блин, «Терминатор». это так классно, что можно не готовить. Ну а тем временем компания Google работает над уникальной нейросетью, которая сможет переводить язык дельфинов на человеческий. Ученые записывают их звуки, анализируют и даже генерируют похожие сигналы, чтобы создать своеобразный словарь. Сначала система научится связываться звуки с предметами, а затем обеспечит полноценный диалог между людьми и морскими обитателями. Это не просто научный эксперимент. Если технология сработает, мы впервые в истории сможем понять, о чем думают эти удивительные создания. Может быть, они расскажут нам о тайнах океана или даже захотят поспорить о смысле жизни. Ну, пока проект разработки, но кто знает, возможно, уже через несколько лет мы начнем получать от дельфинов не только восторженные щелчки, но и первые осознанные сообщения. Осталось только научиться отвечать. Знаешь, по-моему, где-то даже была теория, что вот именно дельфины являются исконными жителями Земли, а мы типа нашествие инопланетян и вредителей. Ну, вообще, в целом, если говорить об искусственном интеллекте, вот, например, я не знаю, как будет реализован вот это перевод с дельфиньего, но даже сейчас есть люди, которые при обращении к искусственному интеллекту используют слова «спасибо», «пожалуйста», очень вежливо, да, и, кстати, когда это в большом масштабе идет, то каждое такое слово, например, ну, «спасибо», да, например, «спасибо тебе, искусственный интеллект», на это уходит очень много миллионов денег на обработку вот такой прагматичный мужчина, не чтобы сказать, как это классно, что люди настолько воспитаны, что даже и с искусственным интеллектом общаются. Это все от страха, Вероника. Ладно, они просто думают, что когда будет восстание машин, миллионы денег эфира, искусственный интеллект и роботы к ним... Поспорим за эфиром. Новости.
Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Более 180 семьям участников СВО оказана материальная помощь на газификацию жилого дома в Якутии. 1169 участников спецоперации, 2126 членов их семей прошли реабилитацию в учреждениях здравоохранения и соцобслуживания. 383 человека получили социальные услуги в форме соцобслуживания на дому и полустационарной форме. В Центры занятости населения за помощью в трудоустройстве обратились 752 человека, в том числе 273 участника СВО и 479 членов их семей. Американская Motorola представила свой первый ноутбук. Металлическое устройство MotoBook 60 оснащено 14-дюймовым LED-экраном, весит всего 1,5 килограмма и оборудован стереодинамиком с Dolby Atmos. Также в ультрабук встроена фирменная система Smart Connect для связи с другими устройствами Motorola. Первый ноут от компании поступит в продажу в Индии на следующей неделе. Стартовая цена 60 тысяч рублей. В историческом зале Национальной библиотеки состоялась торжественная церемония вручения паспортов, приуроченная ко Дню образования республики. Более 20 юных якутян получили свои первые паспорта. Центр «Мои документы» ежемесячно торжественно вручает документы по государственным праздникам. Записаться на мероприятие можно при подаче заявления через офисы Центра Якутска «Мои документы». Но 3 года назад при содействии МВД, получается, мы организовали эту услугу как торжественная выдача паспорта гражданина Российской Федерации. Для того, чтобы ей воспользоваться, дети при подаче заявления на получение паспорта могут попросить о том, чтобы выдача была торжественная. Тогда, если это совпадает, допустим, с какой-то датой или у нас есть свободные окошки для организации этого мероприятия, мы приглашаем детей, вот как сегодня, на торжественную выдачу паспорта. Проект «Тренер» помогает трудным подросткам в Якутске. В Центре единоборств 14 ребят в возрасте от 14 до 17 лет, состоящих на учете, получат возможность бесплатно заниматься спортом, участвовать в патриотических мероприятиях и помогать нуждающимся. Программа «Тренер» создана молодежкой Народного фронта для социализации подростков. Ребята будут заниматься карате, самбо и боксом 3 раза в неделю под руководством опытных наставников, таких как Фархад Садыков, президент Федерации самбо Якутска. Кроме спорта, проект включает культурные мероприятия, командообразование и психологическую поддержку. Благодаря Народному фронту мы запускаем всероссийский проект «Тренер» для детей, стоявших на учете, для трудных подростков. Благодаря нашим видам спорта самбо ребята станут у нас послушными, ребята у нас будут сниматься с учета, мы их будем наводить в правильное русло. После этого ребята у нас также, во-первых, будут все время заниматься спортом. Здоровый образ жизни – это очень важно сейчас. Также в дальнейшем кто-то из них может станет профессиональным спортсменом. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Мы продолжаем делиться полезными советами. На прошлой неделе мы уже делились с вами советом о том, как закрутить саморез, не повредив доску. Сегодня продолжим эту тему. Привет, друзья! Начинается летний сезон, сезон строительства, сезон конструирования, сезон создания что-то своими руками из дерева. И в преддверии его хочу рассказать, как спокойно вкрутить саморез в краешек доски таким образом, чтобы она не треснула. Смотрим. Мы прокручиваем, ввинчиваем немножечко саморез. Далее переводим наш шуруповерт в реверс. Немножечко прокручиваем его таким образом в обратную сторону с усилием. И после этого переводим в режим закручивания. Начинаем вкручивать. Вот также мы видим, что здесь он закрутился в принципе нормально. Следующий способ заключается в том, что мы обрезаем острый кончик самореза. Либо его можно затупить напильничком, либо просто взять и обрезать. Он у нас становится абсолютно не острым. И вот таким тупым концом пробуем его вкрутить. Оп! Мы видим, что здесь очень близко к краю мы его вкрутили. Тем не менее, древесина у нас не треснула. Кстати, этот способ работает и с гвоздями. Если предварительно
затупить острие гвоздя, то, забиваясь в древесину, он также не даст ей треснуть. Будем рады, если указанные способы пригодятся вам в строительстве, в ремонте, в каких-то поделках и позволят вам сэкономить материал, силы и ваши нервы. Совсем скоро мы будем праздновать один из самых значимых праздников – День Победы. И на всех площадях будут звучать наши любимые военные вальсы. Кстати, ты уже выучил шаги? То есть ты уже готов танцевать военный вальс и поучаствовать в акции, которая будет 8 мая, где 7000 пар, ну или, по крайней мере, близко к этому, будут танцевать вальс? Ну, на самом деле еще нет, но сегодня у нас замечательная зарядка не только с разминкой, но и с демонстрацией основных шагов вальса. Здравствуйте, меня зовут Ефимов Вячеслав, я руководитель танцевально-спортивного коллектива по парам. Сегодня мы готовимся к празднику Великой Победы, к 80-й годовщине этой даты. И сегодня мы предлагаем вам позаниматься венским вальсом. Для начала сделаем небольшую разминочку. Ручки поставили на пояс. Наклоняем голову из стороны в сторону. 3, 4, 5, 6. Вперед-назад. 2, 3, 4, 5, 6. Поделали небольшие наклончики из стороны в сторону по 2 раза в каждую сторону. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше повращали таз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну и, соответственно, самое главное движение для нас – это разминка ног. Делаем спуск вниз, коленочки сгибаем, поднимаемся на полупальцы высоко. Вниз в коленочки, на полупальцы. Вниз в коленочки, на полупальцы. Вниз в коленочки, на полупальцы. Прокатываем стопы на пяточки, на носочки. На пяточки, на носочки. На пяточки, на носочки, на пяточки, на носочки. Поднимаемся только на полупальцы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Поднялись на полупальцах остались, не опускаясь вниз. Стоим с ровной спиной. Держим спину, держим ножки. Опустились, расслабились, повращали стопу в одну сторону, в другую сторону. Повращали, остановились, собрались. Ручки поставили в сторону, делаем упражнение самолетик. Быстро, быстро, быстро двигаем руками вверх, вниз, как будто пытаемся взлететь. Перевернули ладошки вперед, имитируем, как будто взлетают бабочки. Перевели ручки вперед, плечики расправили, спина ровная. Делаем то же самое. Маленькая амплитуда с максимальной скоростью. Прямые локти, прямые пальцы. Расслабили, опустили. Поставили ручки на пояс. Делаем упражнение, которое называется маленький квадратик. Опускаемся вниз, с ножки с правой шагаем вперед, с левой шагаем в сторону, поднимаемся на носочки. С левой ножки шагаем назад, шагаем в сторону, поднимаемся на носочки. И повторяем. С правой вперед. 1, носочки вниз, с левой носочки вниз. С правой носочки вниз, с левой носочки опустились. Ручки подняли в стороны, согнули ручки в локтях, выправили шею, расправили плечики и повторяем наш маленький квадратик. Поехали. Опускаемся вниз, шагаем с правой вперед и с левой ножки назад. Держим позицию рук, не убираем, не шатаемся, ручки ровненькие, не наклоняются, не опускаются вниз, крепкие ручки. Хорошо. Спасибо всем большое. Доброго утра. Ну,
Надеюсь, все потанцевали. Даже хочется отметить другое, что даже в 40-градусные морозы, когда первые лучи солнца только касаются заснеженных улиц в Якутске, уже слышны звонкие голоса ребятни, гоняющих мяч. Футбол в Якутии — это не просто спорт, а часть культурной жизни региона. Несмотря на суровый климат, интерес к игре растет, а инфраструктура и поддержка молодых талантов выходят на новый уровень. Сегодня у нас в гостях Николай Ципандин, директор школы футбола Республики Саха-Якутия, и мы ответим на ключевые вопросы о футбольной жизни Якутии. Доброе утро. Доброе утро. А скажите, сколько человек в целом занимается футболом в республике? По статистическому отчету, по итогам года 2024 года, более 19 тысяч человек по всей республике занимаются футболом. Из них более 3,5 это дети. Ну а как развивается детский футбол в республике? То есть это достаточно сложное направление, с учетом того, что у нас очень короткий сезон, который именно на газоне, остальное все у нас в закрытых помещениях. В республике, как вы отметили, работает республиканская школа по футболу, также работают муниципальные спортивные школы, а также есть около 5 частные школы по футболу. Мы думаем, что и планируем дальнейшую работу, что детский футбол должен выйти на новый уровень, как вы заметили. Инфраструктура отвечает. Футзал, мини-футбол, он больших спортивных объектов не требует. Где есть спортивный зал, можно играть в футзал. По оснащенности спортивных объектов именно по футболу Республика Саха-Якутия мы в лидеры по Дальнему Востоку. У нас в республике есть 2 полноценных полноразмерных футбольных поля. Это Духсун в Якутске и Горняк в городе Нерюнгри, где можно заниматься и проводить тренировочные занятия по футболу, по большому футболу. А скажите, есть ли у нас спортивная федерация по футболу и как она работает? Да, у нас спортивная федерация есть, она называется Футбольный союз, как отделение Российского футбольного союза. Кстати, я параллельный руководитель данной организации. С 2021 года работаем. Работаем, охватываем все муниципальные образования. Это показывает количество участников в чемпионатах республики. У нас есть высшая лига, где участвуют 10 лучших команд, и остальные команды все участвуют в первой лиге. И по итогам чемпионата в республике у нас общая цифра по 2 лигам выходит на уровне 25-29 команд ежегодно. Это один из лучших показателей по всей республике. В команду сколько человек входит, чтобы понимать, я имею в виду, что в команде же это много, даже запасные. Заявку в команды входит 18 человек, а на матч можно заявить 14. А на площадку по футзалу это 5 человек, но замены без ограничения. Большой футбол это 11 человек, заявку можно включить 22 футболиста. Получается, первая лига и высшая лига, это очень много детей. И футбольный союз, мы в прошлом году выиграли субсидию в конкурсе общественных организаций, и в 10 муниципальных образованиях провели дни футбола. Это очень масштабным мероприятием стало, охватом очень большого количества детей и взрослого населения. Но если говорить о детском футболе, то в каком возрасте лучше всего оптимально начать заниматься футболом? Всемирная практика показывает, дети должны футболом заниматься с 5-6 лет, а стандарт российский по подготовке футболистов, мы по стандарту работаем, как раз футбольная школа, и мы детей принимаем 6 лет. Первое время дети в любом случае сразу в футбол не начинают играть, и их надо привлекать спортивными подвижными играми, потом потихоньку подводить к игре в футбол. Как вы считаете, насколько во временном промежутке существования получается союза футбольного, школ в Якутии происходит возрастание интереса к этому направлению спорта у родителей и у детей? Вообще футбол номер 1 по всему миру. Есть Месси, есть Роналду, все хотят стать наравне с ними, все одевают их футболки, смотрят видео, и у нас то же самое. Когда заходишь в спортзал, когда идет тренировка, если нет единой формы, одни Месси, Роналду и все остальные звезды футбола тренируются. И интерес очень большой. Почти ежедневно есть звонки, как ребенку отдать футболу. Уже с 5 лет начинаются такие звонки от родителей.
Ну, и с каждым годом это все больше. Это больше и больше, да. Но у меня, кстати, даже личный пример. У дочки 10 лет, она играет в одну мультиплеерную игру на букву «Р», да, не будем называть. Вот, и там есть такой, как бы, локация футбол. Так она мне говорит, я хочу, говорит, мяч футбольный. То есть, ну, я думаю, надо купить ребенку. Купил, и так она с ним, ну, на улице стала, то есть, тренироваться. То есть, тоже есть такой плюс и в целом тяга. Хорошо. Ну, говорят, что в СМИ, что обсуждается очень бурно, что Андрей Аршавин приедет. Это так? Да, это точная информация. Мы совместно с режиссерско-постановочной компанией «С нами» организовываем данное мероприятие на стадионе Туймада. Планируется утреннее время проведения мастер-класса для наших юных воспитанников. Этот вопрос обсуждается, но предварительное согласие от Андрея Аршавина есть, имеем. Также будет встреча с руководством нашей республики, руководством спорта республики. И после обеда, в вечернее время, будет проведен медиа-матч с участием известных людей республики. Это блогеры, это артисты, это спортсмены, это футболисты, это руководители. Вот интересный матч будет с участием Андрея Аршавина. Будет 2 команды. Одну команду будет возглавлять Андрей Аршавин. А вторую кто? Вы? Мы предлагаем, чтобы это возглавлял министр спорта Леонид Николаевич Спиридонов. Ну, тоже это наше предложение. Будем ждать, кто согласится. Да. Ну что, спасибо вам большое за ваше участие в нашем эфире. И, конечно, желаем хорошего проведения всех намеченных мероприятий. Ну и будем болеть за наших ребят обязательно на всех выездах. Всем хорошего утра, отличного настроения. Начинайте новый день с нами. Да, и увидимся с вами в это же время завтра на наших каналах.